Всем привет! Вы на канале Бай Балалай. Вы большие молодцы, мы вообще рады. Вы набрали на выпуске с Протодиаконовой и Власовой 3000 лайков, как мы и просили. Блин, надо было, 6000 лайков ставить. Продешевили маленько. Ну ладно, раз мы сказали, слово свое исполняем. Внимание, выпуск Власова Протодиаконова на интимные темы начинается прямо с этого щелчка. Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на Ньюс Якутска. Привет всем, Анжела Власова, 31 лет. Всем привет, Анжелика Протодиаконова, 25 лет. Замечательно выглядите. Благодарим. Спасибо. Насколько вы открыты? Вообще на все можете ли ответить, на любой вопрос? Да, мы открыты для Вселенной. Я нет, не очень. Будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Хорошо. То есть, а если у меня вообще нету денег? Что ж, кто из вас первый начинает, надо Я? Камень, ножницы, бумага, Опять да? Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, это что было? Давай заново. Камень, ножницы, бумага. УЕФА. Нет, вот так. А что это означает? Давай я тебе задаю вопрос. В Новый год сбываются самые заветные мечты. И даже любовь можно встретить там, где ты ее не ждешь. Отдай. Что? Отдай, говорю. Отдай, говорю. А что, вы не уступите молодой красивой девушке? Нет, я первый взял. Вы чего, из-за гирлянды ссоритесь? Да, отстань. отстань! Вы чё? Это ж хозмаркет. Здесь есть все для Нового года. Салюты, гирлянды, украшения и многое другое. Хватит на всех. А по промокоду BuyBalalai вы получаете дополнительную скидку 5% к вашему дисконту на новогодние товары. Это тебе. Да не надо уже. Меня, кстати, Леха зовут. Вот. Это твое, кстати. Хозмаркет. Не упусти свой шанс. Как ты думаешь, будет ли ребенок тобой гордиться? Ну, хороший же вопрос. Да, потому что я звезда. Ты решила за ребенка? Почему? Потому что мы здесь останемся в Якутии жить. Угу. Ну, это еще неизвестно. Ну, как все люди меня знают. И это скажут, это Анжелика Протодиаконова. Ну, понимаешь, Все знает. ребенок, ну, он твой родной сын, но он человек, он личность, и у него есть свои права и обязанности. Он не обязан гордиться Сейчас тобой. такое время, да, короче, хайылар бітабли. А если он не будет гордиться тобой? Ну, значит, не будет, Значит, не будет. То есть ты ему даешь свободу выбора. да? Ну, это хорошо. Отлично. Теперь я. Аюда Тогуны. Твой танец на главной площади города. Что ты хотела этим сказать? Не стыдно ли тебе? Нет, ни в коем случае. Что? Это был горячий привет для Республики Крым. А почему ты решила только жопой хайпануться? Это я пыталась многим способом. Это единственное... То есть ты хочешь сказать то, что ты хочешь стать, короче, как я, да? Нет, не в этом смысле. Это единственное, что пошло в топ. До этого я пыталась сотрудничать, мне всегда говорили нет. Либо предлагали, если нет денег, говорили, ну, нагибайся. Все, наверное, я много раз рассказывала историю Крыма и Республики Саха-Якутия. То есть это вообще никому не интересно не было, да? Не было бы этого хайпа, если бы я не вернулась бы в Якутск. А зачем ты вернулась? Там была история такая яркая, но эта история еще не закончилась. Ты брала за каждое фото с тобой деньги. Сколько ты на этом заработала? Я брала, сейчас я нет. Почему? Да все уже. Ага. Было, короче, я поехала в клуб, за фотку, короче, я 1800, короче. Один мужик оплатил мне 1000 рублей, и остальные, короче, 5 или 7, короче, так оплатили по 100 рублей. Это за один день. Ну вот представь, за все время больше 100 тысяч. Ой, нет, конечно, нет. Там даже до 50 тысяч нету. А почему такая идея вообще пришла?
Ну почему они должны со мной бесплатно фоткаться? Сейчас все время все оплачивается. Ну, если она идет к этому осознанно, почему бы нет? Ну, я же говорю, вот, ко мне подходят, давай сфоткаемся. Говорю, да, хорошо, окей, 100 рублей. Это как зарабатывание денег было? Или все-таки... Нет, я же вот и рисую брови, у меня тоже краска уходит. Нет, ну подожди, понятно. Либо ты хотела таким образом, попросив деньги, чтобы человек отстал от тебя. Нет. Такой вариант может быть? Нет? Вот такой вариант у меня даже в голове и не было. Ага, хорошо. Что теперь я? Ты осуждаешь половые отношения якуток с другими национальностями. То есть... Отвечай. Да, отвечаю. Интернациональные отношения, грубо говоря, да. Я как бы не имею права вообще осуждать их. Каждый человек выбирает для себя свой комфорт, свое удовольствие. А ты бы сама встречалась бы с другими нациями? Нет. Почему? А я не знаю. Не знаю почему, но как-то. Смотря какой. Ну да, смотря какая. Много же национальностей. Вот, например, узбеки, таджики. Конечно, нет. Даже с турками, извините меня, я, наверное, спать не буду. Ну, армяне близко. Но у меня с ними ничего не было. Вот с англичанином бы я... Да кто, подожди. Каждый человек сам же выбирает, с кем спать. Ну, для меня, как священная гордая нация Саха, они не равняются. Сейчас следующий. Что самое обидное тебе говорили про твою внешность? Внешность, да. Ага. Внешность это мое тело, да. Внешность вообще, внешность, да. Твое Плохое говорили? твое Обидное? Да, твое милое. Обидное нет, конечно. У меня сейчас 25 лет, никто этот самое обидное мое тело ничего не сказал. Наоборот, сказали то, что я очень... Красивая? Да. Короче, в форме. Ты встречалась? С кем? Ну, говорили, ой, ты некрасивая, ты не культурной девушки, там, еще что-то такое. Нет. Ту-ту-ту, не было. Большинство говорят, я вспомнила девушки, то, что я такая толстая, а мужикам нравится, мужикам что-то я очень нравлюсь. Потому что у них нету таких тел, как у меня все настоящее. Сарданы, Авсентьевой люди берут пример, а ты считаешь ее идеальной, сильной женщиной? Я в последнее время, да, я очень горжусь, она сильная личность. Я тоже не знаю, я с ним вообще не знакома. Ты бы хотела быть как она? Я? Нет. Потому что у меня совсем другая сфера, совсем другая аура. Будь успешной, богатой или счастливая семья. Будь успешной и богатый. И Да. богатой. Ты считаешь себя успешной и богатой? Чтобы выбрала 9 будто. А почему семья? Нет. Потому что у меня есть уже семья. Вот Будь ты- успешной, ой, сколько можно повторять. Да. Ты готова продать свою семью, но зато быть богатой и успешной, да? А потом обратно я такая, муж абьюзер или всю жизнь одной? Ой, всю жизнь одной, конечно. А что такое слово абьюзер? Это типа ненормальный человек, ненормальный, неуверенный в себе человек, да. Конечно, всю жизнь одной. Таких мужчин в мусорку. А я не знаю. Он еще может побить тебя. Меня? Я завидовала. Да, закатывать что-нибудь такое, Нет, какие-то нет, нет. вообще... Я тогда выберу одна. Да, одна, да, конечно, одна. Ты бы занялась сексом за деньги? Если да, то за сколько? За деньги? Да, за деньги. Получаешь удовольствие, еще с кем? двойное удовольствие. Неважно с кем. Выбирай, кого хочешь. С кем не? Да? Почему бы нет? Ну, да, почему бы и нет? Почему бы нет, да? Двойное удовольствие. За сколько? А за сколько? Сколько не жалко? За сколько не жалко, да, не было. А если он скажет там 1000 рублей? А я завидовала, Виктория. Да, кстати, почему это так смешно? Ну, зависит от человека, Влади. Да, зависит от Если он вообще этот какой-то грузчик, там, дворник, сказал бы за деньги, да, я буду спрашивать, ну, это... Мы с ним будем разговаривать по ладе цены, как мы, короче, это... Как договоритесь, да? Ага. Ну да, самое главное договориться. Если что, я тебя спрошу. Скажешь мне цену. Что из этого, что я делала, ты бы никогда не совершила? Почитай. Что из того, что я сделала, ты бы никогда не совершила. А что ты такого делала, чтобы я бы это никогда бы не сделала? Я даже не знаю, что ответить. Я тоже вообще ничего Да. не поняла. Я вот, честно сказать, я не знаю хорошо личную жизнь Анжелики Бродбякновой, да, в новостях, например, и по Инстаграму, по ее странице, да, я ничего плохого не вижу. И поэтому я не могу ничего сказать, чтобы она для меня позитивный, хороший человек. Допустим,
покрасила бы брови. А я уже красила, да. Мы вместе красили. Она меня учила. Осознанно сама я бы к этому не пошла. А всякие типа провокативные сторис ты бы делала? А это как понять? Провокативные сторис — это когда хайпуешь, ты сторис снимаешь, и все это в сторис потом постят. Люди начинают об этом обсуждать, говорить. Это самое мое больное этот. Ну, это... Утром просыпаюсь, короче, подожди. Я, короче, сплю 5 часов, там, короче, 20 тысяч просмотров. Захожу в Инстаграм, короче, что-то пишет, специально написал в WhatsApp, короче, что делаешь, что такое. А потом, короче, захожу, удаляю. Да, я того хотела, круто, короче. Как у тебя тогда к тебе в голову приходит? Я даже не знаю. Я вот Инстаграм открываю, у меня уже сердце этот болит. Говорю, все, положу. И там захожу, короче, это много просмотров. То есть ты сама, не понимая, получаешь это внимание, да? Да. Почему тебе нужно вот это вот внимание? В тот раз ты опоздала на почти чуть ли на целый час. Почему? Так я же уснула. Какую ошибку в жизни ты бы хотела исправить? Честно говоря, никакую. Я благодарна своей жизни за те чувства, которые я испытала. Я в этой жизни испытала просто масса чувств. Я знаю каждое чувство. Чувства и негативные, и позитивные. Взяла и обесценила. Ладно. О чем ты сейчас мечтаешь? А если я скажу свою мечту, то она вообще не сбудется. Я, короче, хочу уехать. Куда? Неважно куда. Там хочу жить, попробовать дальше, короче, идти. Ну, я еще думаю. Нет, не то, что переезд. Короче, я хочу сама пойти, сына оставить у бабушки. И сама пойти посмотреть, что такое. Изучать, короче, с одним словом. Понимать. И, короче, если понравится, то приеду. Если нет, то нет, останусь здесь. С тобой останусь. А я преследую вообще вот такое дикое желание попутешествовать. Если, конечно, будет возможность. Я бы хотела бы увидеть мир. Ты пережила развод. Что самое сложное в этом? Ты замужем молода? Нет, переплюнь. Ту-ту-ту. Но то, что в новостях, это не значит, что вся правда. Да, там половина 50/50. Короче, жила с кем-то, да? Ой, боже мой, нет. У меня не было развода, честно сказать. Да, у меня даже таковых отношений-то я не было у меня, да. Развод это с мужчиной, наверное, да? Ну, конечно, смущена, с кем еще? Не, ну, может, какой-то вещью, не знаю, может, с каким-то местом. Ну, мы, короче, сейчас прочитали новость про развод. Нет, это ошибка. Там, русский какой-то это был же. Господи, боже мой, что я хотела сказать? Я вот чисто для вас, это чистая правда, откровенность. Многие истории я люблю придумывать. Это не значит, что это 100% правда. Не было развода. То есть ты обманщица? Нет, фантазерка. Ты бы хотела бы выйти замуж, кстати, вот вопрос. Тебе 25 лет, родить еще парочку детей. За кого? За кого угодно, выбери любого. Нет. А ты бы хотела выйти замуж? Не знаю, вот это очень сложный вопрос, когда у тебя очень много поклонников, да, это какой мужчина должен быть, чтобы как-то компенсировал, либо как-то принял это. Это сложно. А ты так не считаешь? Всем пока, короче, мы поехали домой. Да, с вами была Анжела Власова. С вами была Анжелика Протодьяконова. Подписывайтесь на YouTube канал. И что вы хотели... Было бы приятно ваши комментарии. Почитать и спрашивать ваши вопросы. Подписываемся. Пола. Да, лайкаем. Всем удачи. Всем пока. Спасибо вам большое за просмотр. Подписываемся, ставим лайк. И, друзья, давайте смотреть все видео, которые выходят на нашем канале, и поддерживать нас. И тогда мы будем вас радовать новым контентом. Мы обещаем. А как вы поняли по этому выпуску, обещания мы свои выполняем. Всем спасибо, до свидания. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit your fist, but it hit the fan when I got him down and pinched.